Здравствуйте! С вами Эльвира из Америки. Жапта порили же пагалама юлташлак тендандане Эльвира Америка. Это было давным-давно. Буквально, наверное, через 2 года после окончания музыкального училища несколько нас девушек встретились и решили идти в ресторан. Тогда была гостиница Йошкар-Ола. А на первом этаже этой гостиницы был ресторан с таким же названием Йошкар-Ола. И как вы поняли уже, что все это происходило в городе Йошкар-Оле, республики Мари-Эл. Сейчас этой гостиницы, к сожалению, нет. Снесли и тем самым снесли символ нашего города Йошкар-Ола. Официант нас, девушек, посадил за столик, и рядом с нашим столиком соседями оказались военные, которые были уже слегка под шофе. И тут в одном из них я узнаю молодого человека, с которым когда-то учились в одной школе. Но я тогда была в младших классах, а он учился уже в 10 классе, и они уже заканчивали школу. И, как обычно, младшие помнят старших, а старшим, в общем-то, совсем нет дела до младших. И время между школой и происходящим прошло, наверное, лет 10, а то и чуть немного больше. И он, конечно же, меня не узнал, потому что за все это время я уже успела вырасти и даже очень сильно измениться. Тут они предлагают как бы присоединиться, сесть как за один стол и вместе провести время. И между этими переговорами я своих, девочек успела предупредить, сказать, что одного я знаю, что мы учились в одной школе, и что, мол, вообще знаю, кто он, откуда он, я знаю его родителей, про семью, про братьев и так далее и тому подобное. И прошу тут девочек, мол, девочки, пожалуйста, вы только наблюдайте, но ничего не говорите. Ни ему и вообще. В итоге они пересели за наш стол, и мы познакомились. Они представились, и мы тоже. Я, конечно же, тогда свое имя изменила, а тот, которого я знала, он представился, конечно же, своим именем. И я такая в голове, гляди-ка, не врет, еще бы и фамилия сказал. И снова я про себя, ну да ладно, сама скажу в конце вечера. Самое интересное, того, кого я знала, сел именно рядом со мной, и тут я через несколько минут ему, говорю, конечно, при всех, я говорю, а давай я тебе погадаю по руке. А он так, а ты можешь? А я ему, я попробую. Беру, его руку и начинаю говорить все, что я знала о нем, о родителях. Я говорю, вот твои родители, Говорю, о повышении по службе у родственника, у брата. А это тогда ожидалось с его братом, и об этом писали в районной газете «Заря». И тут, с каждым разом, пока я говорила, у него все глаза округлялись больше и больше. И тут я сказала, об ожидании появления пополнения в семье. Вообще знала очень много, но я себя попридерживала, чтобы все это выглядело правдоподобно. А руки, когда я держала, у него аж потеть стали, и лицо стало его, меняться, и он уже как-то даже сник, и настроение у него пропало, и тут его друг говорит с вопросом, говорит, что, все правда, что она говорит? Он говорит, да, и, и тут друг сует свою руку, говорит, погадай мне тоже, погадай. Тут мои девочки, у которых я на лице могу читать, мол, ха-ха, как будешь, мол, выкручиваться, другого-то, мол, не знаешь. И я другу говорю, гадание это забирает так много энергии,
поэтому я, мол, в день могу только одному гадать. Он такой счастливый: да хорошо, тогда можно завтра, давай завтра. А я ему: ну, завтра будет завтра. Тому, значит, которому я гадала, к концу нашего вечера, похоже, у него настроение вообще испортилось полностью. И желания у него уже не было для, вот, в общем, для разговоров. Тем более, что наш вечер уже приближался к концу, и мы стали тут, в общем-то, собираться уходить. И когда друг снова пристал с вопросом, значит: ну что, во сколько мы завтра встречаемся, где ты, говорит, сможешь меня увидеть, чтобы ты могла мне, значит, так же, как моему другу, погадать. Я ему, значит, сказала, что, ну, не знаю, навряд ли это возможно. Я тут, значит, поворачиваюсь к тому, которого я знала, другу, которому я гадала, обратившись к нему, и не только по имени, но и тут по фамилии. Тут у него глаза вообще, он такой округлились, и наконец-то он, в общем-то, понял, сказал, говорит: ты меня знаешь, ты вообще кто ты такая? А я ему: ну, наконец-то ты понял. И тут я ему напомнила про своих родителей, которые работали в школе. Я говорю: а ты помнишь таких? Он говорит: да. Я говорю: а ты помнишь их младшую дочь? Он говорит: да. Это, говорит, ты так могла вырасти, говорит, обалдеть, ты, говорит, весь вечер меня за нос водила, говорит, а мне аж дурно, говорит, стало, говорит, теперь хоть я успокоюсь. Тут, конечно, всем стало весело от того, как я разыграла того, с кем когда-то училась в одной школе. Конечно, с хорошим настроением мы все распрощались и разошлись. Вот такая была история, о котором я вспоминаю с улыбкой. Спасибо за просмотр моего видео и ставьте лайки, по-другому нажимайте на знак с большим пальчиком, распространяйте мое видео, и кто еще не подписался на мой YouTube канал, пожалуйста, подписывайтесь, но у меня много интересных историй из своей личной жизни и жизни моих друзей и знакомых. Я думаю, что вам будет это интересно увидеть и услышать. И будьте здоровы и счастливы, несмотря на жизнь, все-таки находите возможность иногда шутить, потому что добрые шутки помогают жить. С вами была Эльвира из Америки. Кугу тау видео мончу маланда, кугу парня палым тем далаши дамонда, весеменджи лайком шанда. Видеом шараза ки иша майын YouTube каналышка бозалтын огылган, бозалса шкинда. Да еждам аралаза. Илыш есыгынат, южгунам маскарадана илаза. Маскарадтыгат илаш полша. Тажа да пелан лиза. Тендандыны Эльвира Америка гичлиен.